Астамур, добрый день. Здравствуйте. Мы не виделись давно, скажем так, давно не говорили. Сегодня очень интересная у нас тема. Расскажи, пожалуйста, о ней подробнее. Да, я думаю, что с вашей помощью мне удастся лаконично и хронологически рассказать о том, с чем я столкнулся, для того, чтобы общественность имела представление о той находке, о том древнем артефакте, который был передан в Абхазский государственный музей. Следует отметить, что 10 декабря 2019 года Абхазскому государственному музею были переданы уникальные артефакты, относящиеся к бронзовой эпохе. Необходимо подчеркнуть, что все артефакты были переданы безвозмездно. Более того, руководству Абхазского государственного музея была представлена уникальная чаша, серебряная сасанидская чаша с изображением на ней царя сасанидов. Не все будут знать, но я хотел бы сделать такое дополнение, что сасаниды – это была персидская династия, которая правила на территории сасанидского Ирана с 224 по 651 год. После того, как этот предмет был представлен руководству музея, было решено создать экспертную комиссию из числа ведущих специалистов. В их число вошли академик Гажба, ведущий специалист Сангулия, а также известный в Абхазии археолог Цвинария. Они вынесли заключение по этому предмету, которое гласит, что этот предмет является огромной исторической ценностью и о том, что он в срочном порядке должен быть музеифицирован и экспонирован. Вслед было послано письмо с приложением фотографий в Санкт-Петербург заслуженному деятелю науки, известному археологу, кавказоведу Скакову Александру Юрьевичу. Оттуда мы также получили заключение, в котором он подтверждает, что эта находка в ряду находок, относящихся к мировому шедевру, которые могли бы пополнить и украсить лучшие музеи мира. После этого Министерство культуры инициировало встречу, собрание в Академии наук, где заключение экспертной комиссии и заключение господина Скакова были подтверждены. Министерство культуры также провело независимую экспертизу данного предмета, финалом которого стал документ, распоряжение, подписанное премьер-министром о распределении из резервного фонда Кабинета министров положенного вознаграждения в данных случаях в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Нужно отметить, что распоряжение, в котором было указано вознаграждение, до сих пор не исполнено. Более года назад я обратился также с письмом к президенту страны, в котором я выразил свое негодование, связанное с тем, что не только распоряжение не было исполнено, но а также место, где был обнаружен этот уникальный артефакт, на этом месте не было проведено никаких изыскательских работ. То есть тем самым я так и указал в письме, что это невежественное отношение к нашему историческому наследию. Буквально мое письмо, нужно отметить, так и осталось без ответа. Я, как гражданин республики, обратился к президенту, повторяюсь, но не получил никакого ответа, никакого аргумента. Буквально неделю назад у меня была встреча с премьер-министром Александром Золотинсковичем Антвар, которому было еще раз
которому я еще раз напомнил о том, что распоряжение не исполнено, и попросил дать правовой документ, объясняющий причину неисполнения данного распоряжения. Александр Золотинскович ни в устной, ни в письменной форме не дал никакой информации касаемо распоряжения. Более того, я прихожу к выводу, исходя из нашего с ним диалога, что он своим поведением фактически саботирует исполнение этого распоряжения, говоря открытым текстом. Наверное, резонно будет задать вопрос, почему так получается, что чиновник не исполняет предписанные по закону, то есть фактически действует в нарушении. Я лично для себя сделал такой вывод, что наше государство, наша политическая система устроена таким образом, что народные ресурсы, которые распределением которых занимаются чиновники, они занимаются по своему собственному усмотрению. То есть закон или главенство закона в данном случае это уже где-то там второстепенный вопрос для них. Более того, мы наблюдаем со стороны, как при маленьких, совершенно мизерных зарплатах неуемное обогащение наших чиновников. То есть фактически получается, что они безнаказанно могут не исполнять закон, не исполнять распоряжение и даже не предоставлять никакого объяснения на этот счет. Что меня в целом возмущает, и я попытался найти возможность встретиться с президентом и объяснить ему о сложившейся ситуации. Однако все мои просьбы, записи, которые были сделаны, фактически президент отказался со мной встретиться. Сегодня мое видеообращение, оно направлено на то, чтобы президент услышал меня. Я в хронологическом порядке коротко и лаконично объяснил весь процесс, который я прошел. И надеюсь, он найдет время для того, чтобы мы могли разрешить этот вопрос и не усугублять ситуацию, так как президент, в моем понимании, он не только гарант Конституции, но и на страже защиты прав гражданина страны. Я считаю, что мои права ущемлены, считаю, что со мной поступили и продолжают поступать неправомерно. Я требую законного разрешения этого вопроса. Более того, если в ближайшее время президент не найдет времени встретиться со мной, я оставляю за собой право обратиться в судебные органы по касаемо распоряжения, которое еще не выполнено. Астамур, когда вы говорили о переданных безвозмездно находках, помимо чаши, о чем еще идет речь? Да, я в сюжете абхазского телевидения и телеканала Абаза был подробный отчет о переданных предметах, буквально переворачивающих историю, которую мы знали и которую мы изучали. То есть буквально на этой же пресс-конференции ведущий специалист Сангулия говорит о том, что подобные находки в центральной части Абхазии никогда не были ранее обнаружены. То есть, что переворачивает понимание того, локализации населения того времени, их культуры, быта и так далее. То есть, эти предметы, они фактически отражают, что центральная часть Абхазии также была в ареале распространения человека именно в бронзовую эпоху. Эти предметы, они настолько интересны, настолько хорош их сохран, что вызывают восхищение, что через 3,5 тысячи лет они все еще могут быть использованы даже в быту. И вы все это передали бесплатно?
а все предметы бронзовой эпохи были переданы безвозмездно. Более того, господину Сангулия был вместе со мной, со Стамуром Какалия, мы его повезли на машине МЧС в труднодоступное место, где ему было показано наглядно, где эти места были обнаружены для проведения дальнейших исследований. Но, как я уже отмечал, к большому сожалению, я не могу найти разумного объяснения, почему до сих пор никто не занимается изысканием в этих местах и продолжает изучать наши исторические памятники, которые открыты и предоставлены. В связи с тем, что вы рассказали о том, что вы были на встрече с премьер-министром Александром Анкваб, были в администрации президента, но так и не попали к главе государства. Скажите, пожалуйста, вот вы предприняли ряд попыток принудить высоких чиновников исполнять закон, да? Исполнять законные распоряжения. Ничего не получилось. Вот неужели для вас это так легко обошлось? Вы, наверное, будете удивлены, но через все круги ада, которые я прохожу в чиновничьих кабинетах, скажем так, я прошел по совету и рекомендации Александра Золотицкого Анкваба. То есть именно он на встрече со мной, я первым обратился к нему за советом, как мне правильно действовать в данной ситуации. Именно он отправил меня к Ганба, премьер-министру. Но сегодня, когда это распоряжение подписано и когда все законные процедуры пройдены, он действует образом, которому я не могу найти разумное объяснение. То есть, если мне ранее сообщали о том, что государство находится в тяжелой экономической ситуации и не может сегодня осилить какие-то выплаты, и я шел им навстречу, то сегодня фактически открыто саботируют, тогда как чуть ли не каждый день рапортуют о превышении налоговых поступлений в страну, о том, что у нас хороший туристический сезон, о том, что у нас постоянно пополняется бюджет. Чем вызван подобный саботаж, мне остается только догадываться. Я думаю, что это какая-то личная причина, глубоко укоренившаяся, какой-то, видимо, комплекс, связанный с подобными вещами. Видимо, когда речь касается о выплате, наши чиновники считают, что это их личный карман. То есть это не народные ресурсы, а это их личный карман, которым они имеют право распоряжаться по своему личному усмотрению. Я думаю, вот здесь у нас фундаментальные разногласия в том, какое должно быть государство, какие чиновники должны в нем работать и вообще на что это все похоже. Спрошу тогда более прямо. Астамур, скажите, вам не угрожают, на вас не оказывают давления? То есть, несмотря на все ваши попытки, отрегулировать данный вопрос? Методы устрашения и использовать силовые институты, СГБ или МВД, неважно, для того, чтобы человека запугать или человека заставить выполнить какие-то решения, которые не идут вразрез с правом, то есть фактически тогда получается мы создаем прецедент, когда руководство потворствует грубому нарушению прав человека. Я хотел бы тут что подчеркнуть. Я был задержан СГБ. Я хочу, чтобы об этом знали. Самое удивительное, что меня на самом деле очень поразило, мне вменялось, что я, гражданин страны, шантажирую государство на получение вознаграждения.
То есть, каким образом я могу шантажировать государство, я не понял. В моем сознании это пока никак не уместилось. Но от меня требовали написать отказ от получения вознаграждения. Служба госбезопасности. Служба государственной безопасности. Более того, были такие фразы: ты никогда не устроишься на работу в стране. То есть, честно говоря, я серьезно не могу воспринимать такие угрозы. Я даже с иронией, наверное, воспринял бы такую информацию. И вообще, как можно к человеку, который, я не знаю таких прецедентов, когда человек передает государству артефакты огромной исторической и материальной стоимости. Я хочу, чтобы зрители знали, что сасанидская чаша стоит сегодня на аукционах мировых от 50 миллионов и выше. То есть я, если мыслил бы таким образом, как мыслят наши чиновники, я бы обогатился бы, я бы сегодня, наверное, не имел бы проблем ни с кем, в том числе и с высшим руководством нашей страны. То есть вместо того, чтобы отблагодарить меня за то, что я фактически пожертвовал своими, так скажем, интересами во благо государственных, ведь завтра, послезавтра, когда мы созреем, наконец, и наши научные круги созреют, и этот мировой шедевр будет представлен, будет доказано, что Абхазия была частью мировой цивилизации, что Абхазия древнее государство, что Абхазия не какой-то тупик, где не было никакой цивилизации, где по горам бегали какие-то дикие люди, не имеющие ни культуры, ни быта, ни государства. То есть подобные артефакты, это вещественные доказательства, которые еще раз подтверждают о том, что мы древнее государство с древней культурой. Более того, сасанидская чаша никогда не была найдена на территории Абхазии. То есть это первый случай. Было найдено не археологом, было найдено любителем. Я совершенно не понимаю, чем руководствуется наше руководство. И надеюсь, что у господина президента Аслана Георгиевича достаточно интеллекта и интеллектуальной базы, чтобы разобраться и дать мне возможность, еще раз подчеркиваю, при личной встрече, лично ему рассказать ее о других подробностях, с которыми я столкнулся.